Кримчанка Ельміра Баранова щотижня виходить на мирні акції під будівлю Верховної Ради. В руках вона тримає плакат із зображенням свого сина. Ернесту 22 роки. Він навчався у військовому ліцеї імені Івана Богуна. В 2020 году он подписал контракт со Збройными силами Украины и пошел служить в 503-й батальон морской пехоты, окремый батальон морской пехоты. На момент полномасштабной войны его батальон находился в секторе ООС. Повномасштабну війну Ернест зустрів на Донеччині. Він воював у найгарячіших точках. Разом із службою він завжди намагався залишатися на зв'язку з рідними. 14 червня 2022 року последний раз Эрнест выходил с нами на связь, на видеосвязь. Мы очень долго общались. А 15-го уже позвонили нам, что Эрнест пропал без вести при виконанні службових обов'язків. Ельміра не виключає, що син потрапив у полон. Вона спілкується з побратимами сина. Вони розповідали їй, що бачили Ернеста в момент зіткнення з ворогом. При выполнении своего служебного задания он первым напоролся на засаду. Противник выстрелил в него, это со слов побратимов. Завязался бой. Эрнест, получается, у нас был взят в плен, так как они, побратимы его, обследовав квадрат, где велись боевые действия, обнаружили его броню и следы оказания медицинской помощи. А тела не оказалось. И неимоверный полон, так как сказали ребята, которые находились с ним. Останній раз чули інформацію про сина в серпні 22-го. Где-то в августе 22-го нам позвонили, сказали, что его видели в Донецке в больнице, раненый в ноги и в грудь. Это вот единственная, какая у нас была информация еще в 22 году. Ельміра разом з іншими матерями та дружинами морських піхотинців виходить на мирні акції в столиці, аби нагадати, що їх діти у російському полоні. Женщины родные, которые здесь находятся, мы не остановимся, пока наши родные не будут дома, потому что я вижу, какие ребята возвращаются с плена. Это очень тяжело смотреть, что ребята теряют половину своего веса. Они покалеченные возвращаются домой. Не только физически, и ментально тоже. Ты когда думаешь об этом, какой твой ребенок вернется домой, это очень страшно. Мати не втрачає надію побачити сина. З 8 ранку до 5 вечора жінка кожен день разом з іншими матерями стоїть тут, аби зарадити їх поверненню. Я бы очень хотела, чтобы помогли вернуть моего ребенка домой. Мне бы очень хотелось, чтобы это все закончилось, но прежде, чтобы мой ребенок был дома.